Ассаляму алейкум, с вами Ислам ТВ. В Рамадан важно помнить о правильном питании. После долгих часов голодания богатый стол на ифтар, полный аппетитных блюд, может перечеркнуть наши мечты о здоровом питании в Рамадан. Пост в Рамадан может улучшить наше здоровье, но при условии, что выполнен в правильной манере. В противном же случае может навредить здоровью человека. В Рамадан особенно важно помнить о правильном питании, готовить еду только из свежих ингредиентов. Для того, чтобы сохранять здоровое питание в этот Рамадан, пользуйтесь следующими советами. Досмотрите это видео до конца и, пожалуйста, помогайте друг другу. Нас смотрят не только мусульмане. Очень много комментариев поступает с вопросами, на которые мы физически не успеваем отвечать. Если вы знаете ответ на вопрос, то обязательно ответьте. Долг мусульманина – помогать друг другу. Совершайте добрые дела, а награда, иншаллах, не заставит вас долго ждать. Первое. Начинайте прием пищи с фиников. Финики – источник углеводов, который обеспечивает энергию на протяжении всего дня, пока вы голодаете. Финиковые волокна регулируют функционирование пищеварительного тракта. К тому же финики богаты магнием и калием. Второе. Пейте много воды. Особенно важно пить достаточное количество воды, чтобы организм не обезвоживался в период жаркой погоды. После разговения и до сухура пейте достаточное количество воды, так, чтобы в течение дня вы не испытывали жажду. Старайтесь пить 8 стаканов воды в то время, когда разрешено есть. Третье. Избегайте вызывающих жажду продуктов. Старайтесь избегать продуктов, которые вызывают жажду в организме. Избегайте соленых продуктов, консервов, соленых орехов, огурцы, рыбы. Также избегайте еды, которая сильно приправлена. Она также вызовет жажду. Употребляйте больше фруктов и овощей. Они освежают и пополняют запасы воды в организме. Четвертое. Разговляйтесь медленно. После длительного периода голодовки большой объем пищи для организма – это будет стресс. Старайтесь придерживаться умеренности. Начните ифтар с фиников и воды. Далее можно поесть суп, салат и по истечении некоторого времени приступить к главному блюду. Переедание может вызвать проблемы функционирования пищеварения и боли в желудке. Начало ифтара с теплого супа является лучшей едой после голодания. Восполняет запас питательных веществ в организме и плавно подготавливает организм к более тяжелой пище. Пятое. Убедитесь, что в вашей еде содержатся все пищевые группы. В ифтаре должны быть заключены такие продукты, как протеины, овощи, крупы, фрукты и полезные масла. Шестое. Выбирайте полезные продукты. В свой рацион выбирайте крупы, грудку, нежирное мясо, рыбу, оливковое масло и фрукты. Избегайте жареного, соленого и жирного. Мясо, бобовые, яйца и молочные продукты богаты протеином. Следует употреблять хотя бы один из этих продуктов в день. Седьмое. Избегайте сладкого. Сладкое после ифтара вызывает вздутие живота и ухудшение пищеварения. Кроме того, это увеличивает уровень глюкозы в крови, что приводит к еще большей потребности в сладком. Поэтому рекомендуется употреблять сладкое по прошествии 2-3 часов после ифтара. Но лучше всего заменять сладкое более полезным – сладкими финиками, сухофруктами, цукатами. Восьмое. Никакого кофе. Старайтесь снизить потребление кофе в Рамадан, дабы избежать головной боли и бессонницы. Девятое. Трехразовое питание. Трехразовое питание также важно и во время Рамадана. Ифтар, легкий перекус и сухур. Разделите основные прием пищи на 3 части. 1/3 сложные углеводы, 1/3 нежирное мясо или рыба, остальное овощи. Это будет здоровое, сбалансированное питание. Ну вот и все.
Следуйте этим правилам, и иншаллах, в этом году вам будет еще легче держать пост. Дай Аллах, чтобы мы не пропустили ни один пост, и дай Аллах, чтобы Всевышний их принял. Аминь. А если понравилось видео, поддержите нас лайком, и таким образом и вы, иншаллах, принимаете участие в распространении нашей религии. Давайте познавать ислам вместе. И обязательно не ленитесь выделять время для изучения своей религии. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.